Свой рабочий визит в Москву президент Абхазии Рауль Хаджимба начал с посещения Института востоковедения Российской академии наук. Это не случайно. В этом научном заведении почти 20 лет, начиная с 1969 года, учился и работал Владислав Ардзинба, первый президент Абхазии. Владислав Ардзинба и современная Абхазия – это тема лекции, которую президент прочел перед ученым советом. Но до ее начала он вручил директору института Виталию Наумкину юбилейную золотую монету. Спасибо. Спасибо. Сотрудники института помнят своего знаменитого коллегу, крупного знатока истории, культуры и религии древних хеттов, народа, который основал одну из самых могущественных ранних мировых цивилизаций. Институт готовит к изданию трехтомник научных трудов Владислава Ардзинба. Только Абхазия на территории постсоветского пространства смогла остаться с Россией в едином образовательном пространстве. Абхазский государственный университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов. Его представители участвуют на заседаниях Совета ректоров Российской Федерации. И точно так же тесные научные связи объединяют интеллигенцию Республики Абхазия и Российской Федерации. Мы гордимся тем, что в трудные для Абхазии времена наш институт в числе первых оказал поддержку абхазской науке и заключил договор о научном сотрудничестве с учеными республики. Мы уверены, что эти тесные научные связи, как в области написания совместных трудов, так и проведения экспедиций на территории Республики Абхазия и по другим направлениям сотрудничества будут продолжаться. Решением ученого совета Раулю Хаджимба было присвоено звание почетный доктор Института востоковедения и вручена докторская мантия и диплом. Перед лекцией о Владиславе Ардзинба Рауль Хаджимба открыл бюст первому президенту Абхазии, автор скульптурного портрета абхазский художник Виталий Джения. Ардзинба пришел в большую политику в один из самых драматичных периодов истории Абхазии, отметил президент Рауль Хаджимба. Он призвал к сопротивлению, и народ, поддержав своего лидера, проявлял чудеса патриотизма и героизма. Ардзинба довольно быстро, в 1971 году, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хатские истоки социальной организации древнехетского общества. Функции должностных лиц с титулами хатского происхождения». Как отмечают ученые, диссертация стала серьезным историко-филологическим исследованием в области хетской культуры, культа и социальной организации общества, хотя, к сожалению, так и не была опубликована. В 1982 году выходит самая известная работа Владислава Ардзинба «Фундаментальная монография «Мифы и ритуалы Древней Анатолии», ставшая, по свидетельству специалистов, классическим трудом в области хетской культуры и мифологии и настоящей настольной книгой для хеттологов. Перу Владислава Григорьевича принадлежат рукопись монографии «Хетская дипломатия», которую он так и не успел опубликовать из-за драматических событий в Абхазии в конце 1980-х, начале 1990-х годов. Другие крупные работы Ардзинба представляют собой обобщающие исследования. Это большой раздел «Хетская культура, религия и искусство» в коллективной монографии «История Древнего Востока», глава «История Малой Азии» в коллективном труде «История стран Востока», раздел «Цивилизация Древней Малой Азии» в книге «Древние цивилизации». Владиславу Григорьевичу довелось работать и тесно общаться с такими крупнейшими российскими учеными, востоковедами, как Михаил Коростовцев, Игорь Дьяконов, Борис Петровский, Мухаммад Дандамаев, Григорий Бонгард-Левин, Эдвин Грантовский и многими другими. При этом очень внимательно следил за развитием кавказоведческой науки, общался со многими кавказоведами, в частности с Мухаддином Кумаховым, Амином Шагировым, Боразбиб Гажноговым, Ауэсом Абдоковым. Читал всю выходившую литературу по абхазскому языку, истории, религии, фольклору, а также по многим другим аспектам кавказоведения. В научных кругах Владислав Григорьевич был признанным ученым-востоковедом, одним из ведущих специалистов в области истории, культуры и религии древних хеттов, основателя одной из самых значительных ранних мировых цивилизаций. В хеттологии Владислав Ардзинба продолжил лучшие традиции западноевропейской, в первую очередь немецкой хеттологической школы с их прекрасным владением всей доступной текстологической базой, вниманием к мельчайшим деталям, знанием огромного корпуса письменных источников. Владислав Григорьевич также являлся редким специалистом в области языка и культуры, хаттов,
И, наконец, он был кавказоведом, автором ряда серьезных работ в области кавказского фольклора и традиционной религии. Долгое время Владислав Ардзинба работал под руководством Евгения Максимовича Примакова, директора Института востоковедения 1977-1985 годы. Судьба еще не раз сведет их вместе, но уже на политико-дипломатических фронтах. Примаков уважал и ценил Владислава Григорьевича. В своей книге «Годы большой политики», вышедшей в 1999 году, Примаков отмечает: «Судьба свела меня и с Владиславом Григорьевичем Ардзинба. Он был научным сотрудником в Институте востоковедения Академии наук. Владислав Григорьевич был очень способным, эрудированным ученым, занимавшимся с успехом Древним Востоком. Ардзинба работал в стенах Института востоковедения Академии наук СССР до 1988 года. В том году он был избран директором Абхазского института языка, литературы и истории, вернулся в Абхазию. Ардзинба сделал это по зову сердца, хотя уже в 1987 году был назначен заведующим сектором идеологии и культуры Древнего Востока Института востоковедения и мог бы продолжать карьеру столичного ученого. Владислав Григорьевич пишет: «Наступил момент, когда я мог что-то сказать в науке, и вот в этот момент мне пришлось все это бросить». Будучи в Москве, он сохранял и развивал связи с Абхазией, поддерживал отношения с коллегами абхазскими учеными, принимал участие в археологических экспедициях, старался помочь соотечественникам в их профессиональном становлении. В конце 1980-х годов Абхазия, как и все постсоветское пространство, находилась в общем потоке трансформации социально-экономической и политической сфер жизни, вступала в полосу переломных событий. Перестройка и гласность, помимо положительных сторон, связанных с демократизацией, вызвали к жизни опасные тенденции, вызревавшие под спудом советской национальной политики. В Абхазии нарастали межэтнические противоречия, которые уже в 1989 году выплеснулись в открытое столкновение на национальной почве. Нарастала новая волна национально-освободительного движения абхазского народа, который на протяжении века подвергался безжалостной грузинской ассимиляции и подавлению. Владислав Ардзинба оказался востребован временем. Именно в переломные эпохи возникает спрос на ярких, волевых, харизматичных, интеллектуальных лидеров. Эти качества Ардзинба отчетливо проявил, возглавив АБНИ. Он руководил институтом до 1999 года и уже в качестве президента основал Академию наук Абхазии. В тот период научная жизнь и вместе с ней общественно-политические процессы в республике заметно оживились. Чрезвычайно насыщенный не только для Абхазии, но и всего постсоветского пространства период с 1989 по 1992 год Ардзинба неизменно находился в центре всех ключевых событий, оказавших непосредственное влияние на ход исторического развития Абхазии. В статусе народного депутата СССР он активно боролся с антиабхазской ложью и пропагандой, сопротивлялся линии на развал Советского Союза, так как понимал, каким катастрофическим последствиям это может привести. В одном из своих интервью в 2000 году Ардзинба размышляет: при всех негативах, которые связывают с существованием Советского Союза, все же наличие центра исключало создание такой ситуации, когда один большой народ ставил задачей физически истребить другой, меньший народ. В конце 1980-х годов в Грузии, увлеченной возрождением государственности, ощущалась усиленная накачка националистических настроений. Проводились митинги с требованием ликвидировать автономию Абхазии. Осуществлялись различного рода провокации. Как историк, Ардзинба понимал, каким тяжелым последствиям могут привести эти процессы. Ардзинба настойчиво проводил мысль о необходимости обеспечить при реформировании модели государственного устройства СССР защиту прав малочисленных народов, бороться с национальным неравноправием. Об этом на примере испытаний, выпавших на долю абхазского народа в 20 веке, он говорил в своем известном выступлении с трибуны Первого съезда народных депутатов СССР 2 июня 1989 года. В противном случае, прозорливо утверждал Ардзинба, неизбежны серьезные осложнения, острые конфликты на национальной почве. За время работы Ардзинба в Верховном Совете СССР было разработано и принято, в том числе при его непосредственном участии, более 50 законов, которых наряду с союзными республиками фигурировали в качестве субъектов Советской Федерации и автономные республики. Были внесены некоторые поправки в Конституцию СССР.
В 1991 году перестал существовать Советский Союз. Абхазский народ проголосовал на мартовском референдуме за сохранение этого великого государства, так как считал нахождение в СССР наибольшей гарантией защиты своей национальной самобытности. Народ, который, начиная с 1950-х годов, каждые 10 лет восставал против угнетения и дискриминации, оказался один на один с агрессивным врагом. В этих условиях проявилось подлинно выдающиеся лидерские качества Ардзинба, призванного сохранить и защитить абхазский народ от посягательств националистической Грузии и тех, кто подталкивал ее к военной авантюре. На должности председателя Верховного Совета Абхазии Ардзинба и его соратникам удалось сформировать государственно-правовые основы суверенитета Абхазии, обеспечить победы в конституционных и правовых войнах с Тбилиси, но и при этом приложить усилия к налаживанию договорных отношений с Грузией, так как это было на заре советской власти в 1920-е годы. 14 августа 1992 года, в тот день, когда Верховный Совет Абхазии должен был собраться для обсуждения модели сосуществования, Тбилиси развязывает кровопролитную войну против абхазского народа. О роли Ардзинба в победе народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов можно говорить долго и подробно. Эта роль выдающаяся. На полях сражений ковалась новая абхазская политическая нация. 30 сентября 1993 года, День Победы, стал и Днем независимости Абхазии, точкой отсчета суверенной абхазской государственности на новом историческом витке. С именем первого президента Республики Абхазия связаны принятие Конституции страны в 1994 году, формирование полноценной институциональной инфраструктуры государства, успешная внешняя политика, активное отстаивание национальных интересов, защита культурной самобытности, выход страны из экономической пропасти и подготовка условий для признания Абхазии Великой Россией. Ардзинба не сомневался, что установление официальных межгосударственных отношений с Россией неизбежно, подчеркнул Рауль Хаджимба. День признания России независимости Абхазии – это логический итог национально-освободительной борьбы народа Абхазии. Он верил в то, что отношение официальной Москвы к Абхазии изменится. Его тезис «Абхазия – это естественный союзник России» выдержал проверку временем и особенно актуален именно сегодня, когда Россию в очередной раз пытаются окружить натовским санитарным кордоном и вторгаются в зону ее привилегированных интересов на постсоветском пространстве. Как историк, Ардзинба предвидел, что Россия преодолеет тяжелые времена 90-х годов и укрепится в качестве великой державы. 24 ноября 2014 года между Абхазией и Россией был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, укрепляющий тесные государственные правовые, социально-экономические, военные и иные отношения, альтернативы которым, как говорил Владислав Григорьевич, не существует. Важно, что признание Российской Федерации нашей страны 26 августа 2008 года произошло при жизни Владислава Григорьевича и стало в том числе его личным достижением, второй его победой после 30 сентября 1993 года, окончания Отечественной войны народа Абхазии. Идеи, мысли и принципы первого президента по-прежнему актуальны. Президент Ардзинба иногда говорил о себе как о человеке, который пытается сдвинуть с места железнодорожный состав, имея в виду преодоление препятствий в реализации полезных идей, вызванных недостаточной эффективностью государственных институтов и безинициативностью на местах. Чиновники, как и все общество, либо ждут указаний из центра, либо бегут от ответственности, что, безусловно, связано с патерналистским и наследием советской политической и социальной культуры. Без высокого уровня гражданственности очень трудно решать государственные проблемы, говорил Ардзинба. Сегодняшней Абхазии свойственна та же проблема, и мы намерены активно ее решать. Повышается самоорганизация на местах, государство старается поддерживать молодежные инициативы по благоустройству городов и сел. Недавно созданная комиссия по конституционной реформе готовит предложения по реформированию системы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с целью повышения их самостоятельности и ответственности. Этот курс мы будем последовательно реализовывать. Отличались прогрессивностью взгляды Владислава Григорьевича по вопросам национального строительства, укрепления этнической основы народа Абхазии. Здесь в очередной раз проявлялось его государственное мышление. Абхазия была и останется многонациональным государством. Важно, чтобы любой гражданин Абхазии, независимо от национальной принадлежности, пользовался бы всеми правами, предусмотренными Конституцией, подчеркивает Ардзинба.
Мы все родились в многонациональном обществе, и я как президент несу за каждого армянина, грека, русского и другого ответственность не меньшую, чем за абхазца. Мы и сегодня должны следовать этому принципу, потому что строительство прочной политической нации – залог полноценной государственности. Процесс перехода от состояния мира к войне был очень тяжелым. Но, признаюсь, тяжелее обратный процесс – переход от состояния войны к миру, говорил Ардзинба, буквально вынесший на себе вместе с народом тяготы поствоенного десятилетия. Мы должны рассчитывать на самих себя. Эти слова Ардзинба легли в основу идеологии выживания абхазского народа в условиях разрухи и блокады. Но и после того, как были пережиты самые тяжелые времена, когда были снята блокада и Абхазия начала получать помощь от России, Ардзинба не уставал повторять: наш главный источник – опора на собственные силы. Владислав Григорьевич был убежден, что в Абхазии есть внутренние резервы, задействовав которые можно значительно, несколько раз увеличить доходную часть бюджета. Он говорил о необходимости скорейшего формирования реального сектора экономики, поддержки малого и среднего бизнеса с целью создания в Абхазии класса предпринимателей, опоры абхазской экономики. Выдвигал идею учреждения сельхозбанка для льготного кредитования сельхозпроизводителей. Все, о чем говорил и думал Владислав Григорьевич, вновь становится идеологическим ориентиром для современной Абхазии. Не может быть государство полноценным, если оно не вышло на приемлемый уровень самофинансирования. Российская Федерация, признав Республику Абхазия, оказывает нам щедрую финансовую помощь, благодаря которой за последние годы в Абхазии построено немалое количество объектов социальной и экономической инфраструктуры, коммуникации, производятся социальные выплаты. Мы искренне благодарны России, единственному государству в мире, которое не на словах, а на деле доказывает свое дружественное отношение к Абхазии, к нашему народу. В нынешнем году размеры российской финансовой помощи Абхазии увеличиваются. При этом количественные изменения влекут за собой концептуальные корректировки. Мы достигли понимания с российской стороной о том, что часть средств должна быть использована, образно говоря, на запуск мотора внутреннего развития Абхазии, структурные изменения в экономике и оптимизацию административно-государственной системы, поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечение четких и прозрачных правил. Думаю, всем очевидно, что, полагаясь лишь на внешнюю помощь, нельзя рассчитывать на развитие и укрепление полноценной государственности. Укореняется психология иждивенчества. Но мы не хотим быть иждивенцами и бесконечно обременять российский бюджет. В связи с этим нами поставлена задача существенно увеличить собственную доходную часть бюджета Абхазии. Для этого необходимо создание производственного реального сектора экономики. Владислав Григорьевич в одном из своих интервью в 2000 году говорил, что пока у нас используется лишь 100-я часть наших возможностей, и за годы своего президентства он хотел бы максимально задействовать экономический потенциал Абхазии в интересах ее граждан. Уверен, что в обозримой перспективе при содействии России мы этой цели достигнем. Обозначая в качестве основных отраслей экономики Абхазии сельское хозяйство и туризм, что лежит в основе нашей нынешней экономической стратегии, Ардзинба верил в коммерческую целесообразность задействования транспортно-логистического потенциала Абхазии. В первую очередь речь шла о перспективах возобновления транскавказского транспортного сообщения через территорию Абхазии. Феномен Ардзинба состоит в том, что он, как и другие исторические фигуры, отцы-основатели государств, сумел заставить народ поверить в мечту, возможность создания независимого абхазского государства. Он не только верил сам, но, будучи историком, был внутренне абсолютно в этом убежден. Наш выдающийся современник Фазиль Искандер писал в этой связи: главное свойство политического руководителя – это умение поднять дух народа. Нашему президенту это удалось, поскольку он обладал таким даром. Будущим политикам я предложил бы в этом смысле брать с него пример. Этот пример должны брать не только мы, государственные деятели, но и подрастающее поколение граждан свободной Абхазии. Любая нация зиждется на идеологическом и ценностном фундаменте. Жизнь, принципы и идеи Владислава Григорьевича уже стали значительной частью этого фундамента. На этом мероприятии, посвященном 70-летию Владислава Ардзинба, выступили и другие члены делегации из Абхазии. Ардзинба хорошо знал, как создавались и рушились могучие империи. Эти знания ему пригодились, когда он ушел в большую политику, где показал себя талантливым дипломатом и военачальником. Он был один из редких специалистов в области хатского языка.
который до сих пор остается мало изученным, мало расшифрованным. И по приезде в Абхазию он стал политиком, хотя ничто не предвещало, вот мы общались с ним здесь очень долго, до его переезда в Абхазию, но, конечно, он был человеком таким универсальным, все знал, очень много по многим вещам имел свою точку зрения. Тем не менее, политик все-таки, конечно, особенно, и все-таки он был, конечно, прирожденным политиком, как выяснилось, уже готовым политиком. И случилось так, что в нашем веку мы являлись свидетелем того, что как рухнул Советский Союз, крупнейшая глобальная держава, вот практически очень быстро, в 1991 году. И Абхазия осталась практически в таком правовом вакууме. И именно в это время, я думаю, судьба все-таки Абхазию оказалась счастливой для нее, что оказался Владислав Арземба, тем человеком, который привел Абхазию из этих бурных вот таких событий к определенности, политической определенности, поскольку было не до Абхазии вообще никому. В то время как-то все рушилось, было время хаоса, и Владислав Арземба очень тонко пытался общаться с грузинским руководством того времени, хотя было очень трудно с ним общаться. Гамсахурди очень спонтанный, такой очень радикальный человек. И, тем не менее, все-таки он очень долго оттягивал то, что казалось неизбежным, в конце концов произошло, это войну ужасную, которая столько жертв принесла Абхазии. И он оказался блестящим и дипломатом, как сейчас можно смотреть, и военачальником, поскольку война была выиграна Абхазии, что казалось в принципе невероятным, и не в последнюю очередь благодаря его полководческому таланту и гению. Вот. Хотя, конечно, без помощи друзей невозможно достичь ничего, без помощи единомышленников, ветеранов, народа всего, который опирался Арземба. Тем не менее, вот эта такая совокупная синергия дала эту удивительную победу. И если бы не было бы Арземба, да, трудно даже такие слова говорить, то Абхазия была бы другой. Она, может, была бы еще какой-то, но такой Абхазии не было бы, и не было бы независимой Абхазии. По словам посла России в Абхазии, Арземба многое сделал для советской науки и укрепления стратегических интересов России на Южном Кавказе. То, что мы имеем сегодня в российско-абхазских отношениях, как совершенно правильно сказал Рауль Джумкович, это наследие Владислава Григорьевича. Владислав Арземба сумел изменить карту мира, создав новое государство. Он сыграл определяющую роль в судьбе своего народа, но годы, проведенные в Институте востоковедения, были ему по-особенному дороги. Он очень ценил всегда эту часть своей жизни, которую он провел, занимаясь наукой, занимаясь своим любимым делом. Но потом, когда история его призвала, он поменял эту карьеру, как мы знаем, на карьеру, на роль, на судьбу народного вождя, устроителя первого абхазского государства. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что он вписал свое имя как имя самого великого абхаза в истории абхазского народа, многотысячелетней истории абхазского народа, он вписал свое имя навечно. Слава, так звали Арземба в институте его коллеги. Александр Седов, директор Музея стран Востока, вспоминает их совместное увлечение волейболом и задушевные беседы. Для меня Арземба остается до сих пор Славой Арземба. Я не скажу, что очень близким товарищем, но очень хорошим, добрым знакомым, с которым мы были коллеги, работали вместе много лет в одних стенах. И то, что он ушел в политику из науки, по-моему, конечно, очень жалко. Это очень хорошо было для абхазов, для абхазского народа. Но науку, видимо, я так думаю, потеряла. О богатом научном наследии Владислава Арземба говорил другой его коллега Валерий Андросов. Он выделил работу по изучению ритуалов и мифов Древней Анатолии, в которой исследуется культура одной из самых ранних и крупных цивилизаций Древнего Востока. Интереснее возник у исследователей еще в 70-х годах, я имею в виду у Славы, в 70-х годах 20 века, что нашло отражение в ряде статей в ведущих отечественных журналах и сборниках по древней истории. Его апогеем
этого интереса стала монография «Ритуалы и мифы Древней Анатолии» 1982 года, которая 3 годами позже была защищена как докторская диссертация в Тбилиси. Исследователь Слава скрупулезно проанализировал хетские царские ритуальные праздники Анташтум, Нунтарис, Ясх, Килам и так далее, описание которых составляет одну из самых обширных групп хетских клинописных текстов. Это же очень редкий древний язык. Сейчас после Славы, в общем-то, к сожалению, мало осталось специалистов в этом. Описание этих праздников составляет одну из самых обширных групп хетских клинописных текстов 17-12 веков до нашей эры. При этом выводы Ардзинбы по своей значимости вышли за рамки историко-филологических исследований, состава, структуры, генетических истоков хетских царских праздников. Анализ значимых компонентов ритуалов позволил исследователю сделать вывод о сохранении в них некоторых черт социальной организации доклассовых обществ. Например, противопоставление царя и царицы, как возможно реликт дуальной системы власти, функции придворных в ритуале, отражающие государственную деятельность. Слава объяснял этот факт не только консервативностью и архаизмом обрядности, но и синкретической функцией праздников, как характерной формы, цитирую, социального общения царя с подданными, всего коллектива с богами, и как архаичной, первоначально единой формы управления коллективом. Кроме того, исследователям были продемонстрированы убедительные параллели хетским праздникам объезда, когда царь и царица посещали важнейшие культовые центры государства в схожих обычаях, распространенных в доклассовых и ранее феодальных обществах на огромной территории, от Полинезии и Китая до Африки и Европы, что свидетельствует об их глубочайшей древности, вероятно, зародившейся задолго до образования первых государств. Однако исследовательские интересы Владислава Григорьевича не ограничивались только духовной культурой народа в Анатолии. Ряд статей Ардзинбы посвящен типологическому сходству хатского, древнего неиндоевропейского языка Малой Азии и северокавказских, абхазо-адыгских языков. Этому посвящены статьи «Васирологика номер 1» в Будапеште, опубликованный в 1974 году, и «Переднеазиатский сборник у нас», третий, в 1979 году. Не менее блестящий автор разбирался в политической истории региона, и это, наверное, имело и дальнейшее, оказало свою роль на дальнейшую судьбу. Политическая история может свидетельствовать о филигранный очерк истории дипломатических отношений в Хетском царстве в сборнике 1987 года «Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке», где автор рассмотрел все известные на тот момент дипломатические договоры и переписку между хетскими царями, вассальными от них правителями и независимыми сюзеренами государств Древнего Востока в период до зарождения Древнехетского царства в середине 17 века до нашей эры и его крушения в 1200 году до нашей эры. Молодые и полные сил аспиранты института, многие из которых в будущем прославились в науке, часто выезжали на сбор картошки, где заводили дружбу на долгие годы. Была очень интеллектуальная публика, участвовала в этих мероприятиях. И именно там, в автобусе, я помню, я познакомился со Славой. И это было очень замечательно. Потом мы продолжали с ним общаться, играли в волейбол вместе. Но первое наше знакомство, пожалуй, осталось больше всего в памяти, потому что мы провели почти несколько недель, там, я не помню, 2-3 недели мы занимались помощью нашей деревне. Тогда это было очень актуально, потому что не хватало рабочих рук, и мы все выезжали. Причем выезжали маститые ученые, уезжали люди, которые прославились потом в науке. И, конечно же, вот такой человек, как Владислав Григорьевич, это был один из тех людей, которые потом мы могли вспоминать. Сейчас я вспоминаю об этом, как об эпизоде, связанном действительно с тем, что я столкнулся в своей жизни с таким прекрасным человеком. Я бы сказал так, что он был еще, ко всему прочему, очень
хорошим человеком, замечательным, прекрасным товарищем. Арзымба аргументированно отстаивал права малочисленных народов, вспоминает другой ученый Анатолий Вяткин. Он подчеркивал, что культура мира складывается из палитры многих культур. И вот процессы унификации и подчинения малых народов и малых культур каким-то основным глобальным тенденциям – это явление отрицательное. И он считал, что с этим надо категорически бороться. Это было тогда, когда то, что он будет президентом Абхазии, никому в голову не приходило, и ему не приходило. Вечером того же дня Рауль Хаджимба побывал в одном из крупнейших российских информагентств «Интерфакс». Пообщался с одним из его руководителей Георгием Гуля без прессы, а позже побеседовал с главными редакторами ведущих российских СМИ. Армен Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь» МИД России, поделился впечатлениями от встречи с президентом Абхазии. Он и по-новому смотрит на те реалии, которые перед этой страной стоят. Но вот даже работа над новым договором, над новыми параметрами отношений с Россией показывает, что нельзя останавливаться на достигнутом. Очень многое нуждается в уточнениях, в изменяющейся ситуации геополитической, в условиях, когда действительно и Россия, и Абхазия, но Абхазия прошла этот путь раньше, я имею в виду путь санкций и такого неприятия. Россия в него, к сожалению, тоже вступила, и вот какое-то объединение усилий не просто для того, чтобы выжить, а для того, чтобы в этих условиях по-новому развиваться и по-новому использовать резервы возможного взаимовыгодного сотрудничества, причем на всех треках. Касается ли это обороны, касается ли это энергетики, касается ли это инвестиций. Отрадно то, и уж это, конечно, никакой не секрет, что, вот, например, по сравнению с предыдущими годами гораздо больше акцент делается на проблемах туризма и возрождения курортной зоны уникальными, если взять Пицунду, например, и другие места, то Абхазия – это, конечно, мировая жемчужина. И сейчас возникли видные предпосылки и желание на это обратить больше внимания. Поэтому впечатление отрадное, если подводить итог, мне так кажется, что нынешний президент совершенно отчетливо понимает и те вызовы, и те возможности, которые открываются перед Абхазией, Россией, Абхазией во взаимном сотрудничестве. Встреча президента с московской абхазской диаспорой в форум-холле длилась 2 часа. Пообщаться с главой государства пришли бизнесмены, студенты, представители общественности. За это время президент успел ответить на десятки вопросов, касающихся экономики, инвестиционного климата и многих других тем. Открыл и вел встречу председатель московской абхазской диаспоры Беслан Агарба. Нас объединяет общая забота о будущем Абхазии, готовность быть полезными исторической родине, сказал он. Московская абхазская диаспора, вообще всякая диаспора, это, на наш взгляд, тот потенциал, который может использовать руководитель государства и само государство для реализации своих планов. И молодежь, которая здесь обучается в институтах, в аспирантуре, работает, и взрослое поколение, это всегда люди, которые очень лояльны к своей стране, очень лояльны всегда к власти, и не имея никаких особых политических амбиций, могли бы и должны своим каким-то участием вносить вклад в развитие государства и оказывать, конечно, помощь руководству самой страны. Все проблемы Абхазии и диаспора должны решать совместными усилиями, вместе содействовать социально-экономическому развитию страны, повышать международный авторитет. Сегодня говорить о том, что у нас все изменилось в одночасье, не приходится. Бюджет нашей страны сегодня, как и последние 5-6 лет, составляет всего 3 миллиарда с чем-то. И когда говорят о том, что процент наших бюджетных возможностей собственных снизился, это действительно так, потому что помощь Российской Федерации увеличилась. И в соотношении с этими цифрами наши собственные возможности в процентном отношении, конечно, снизились. Но мы не надеемся и не хотим надеяться только на российскую помощь. Резервы в Абхазии есть, и резервы существенные. Я говорил открыто об этом и хочу повторить. Здесь, в Абхазии, где они есть, эти резервы? Они есть там, где, к сожалению, до сих пор мы еще не работали. Вся налогооблагаемая база, которая есть сегодня в Абхазии, если брать ее в 100% отношении, то всего порядка 25-30%, которые дают нам налоги.
Все остальные структуры находятся в тени или фактически не работают. Но мы можем пойти по пути решения вопросов, которые могут повлиять на формирование совершенно другого отношения в части, касающейся администрирования налогов. Таковая задача уже поставлена, и работы идут. Что касается той помощи, которую мы получаем, значительная часть этих средств из 5,4 миллиарда, которые получает Абхазия сегодня в качестве помощи по линии инвестпрограммы, направлены, как и в прошлые годы, в большей степени на социальные проекты. Но мы впервые в разговорах с российскими руководителями, с российскими чиновниками определились, что главное направление, главная возможность использовать эти финансовые средства должны быть направлены на экономическое развитие Абхазии. И впервые на сегодняшний день сумма, равная почти миллиарду рублей, но распределенная на 3 года, нацелена как раз-таки на эти возможности. Помимо этого, есть еще одно направление, где сумма в 1 200 000 000 определена на кредитование наших проектов, которые будут предложены в Министерство экономики, в правительство, и которые будут поддерживаться 3 банками России. Я очень верю и надеюсь на то, что понимание нашего народа, наших людей будет объективным по этому процессу. Иждивенческое отношение, которое, к сожалению, до сих пор в большей степени бытует у нас, должно быть изжито. Мы должны работать на свою страну, на свой народ. Когда часто я слышу, вот пенсии и заработные платы в Абхазии остаются на низком уровне. Да, они остаются. Но ни президент, ни премьер-министр, ни депутаты парламента, ни просто чиновники смогут это взять из своего собственного кармана и повысить все эти направления и по пенсиям, и по заработной плате. Мы должны найти в себе возможности работать по закону, работать честно, и тогда количество поступающих налогов в бюджет страны будет совершенно другим. Несомненно, это болезненный процесс, кому-то это не нравится, но другого пути у Абхазии нет. Сегодня те процессы, которые имеют место, я не сомневаюсь в том, что будут здесь и эти вопросы, касающиеся коррупционных схем. К сожалению, они имеют место. И это большая проблема для маленькой Абхазии. Мы не в полной мере правильно использовали те финансовые средства, которые шли в Абхазию. И сегодня стоит задача переориентировать эту работу, сделать ее открытой, прозрачной, дать возможности людям, простым людям, дойти до этих денег. Другого пути нет. Что касается в целом ситуации, связанной с безопасностью и с теми процессами, которые происходят в Абхазии, в части касающейся и обороноспособности, вопросов границ, открытия границ. Мне часто задают вопросы. Вот если граница будет открыта, что это будет означать, что Абхазии как таковой не будет? В ответ я все время пытаюсь донести. А разве на Западе государства, такие как Франция, Германия, утеряли свою независимость от того, что они открыты? Они общаются между собой. У нас сегодня самые лучшие тесные отношения с Россией. И почему мы бояться должны, что эта граница будет открыта? Но государство будет. И никто государство не отменяет и не может отменить. Это наша с вами задача иметь и защищать это государство. Что касается вопроса обороноспособности. Сегодня готовятся новые проекты договоров, которые позволят нам совершенно в другой плоскости работать в этом направлении. Я много слышал по теме и предыдущего договора, который подписан был в Сочи.
буквально некоторое время тому назад, Абхазия сохранила свое лицо, сохранила свои возможности. Между Абхазией и Россией действует режим беспошлинной торговли, что влечет за собой сокращение размеров таможенных пошлин. У президента спросили, как Абхазия будет компенсировать эти потери. Потери невелики, ответил глава государства, потому как большое количество ввозимых в республику товаров не российского производства. На сегодняшний день, вот по результатам только 3 месяцев первого года, торговый оборот Абхазии по сравнению с прошлым годом за тот же период выросла практически в 2 раза. И суммы поступлений увеличились. Собираемость налогов увеличилась. Но они незначительны, чтобы ими бахвалиться. Но они существенны для того, чтобы понять, что у нас есть резервы. И резервы серьезные. Поэтому говорить о том, что это очень радикально изменит ситуацию, не приходится. Главное, потенциал у нас здесь, у себя, внутри страны. И мы сумеем реализовать этот потенциал. Президента попросили дать правовую оценку майским событиям прошлого года, после которых произошла смена власти. И у нас, и вне страны говорят о перевороте. Ну, если кто знает, что такое переворот, то переворот предполагает нахождение во власти после всех этих процессов. Мы во власти не находились. Власть была у парламента, и парламент выполнял все те свои обязанности по Конституции. Были обозначены выборы. И в выборах принимали участие все, никто не отказался. И после выборов та сторона, которая оппонировала нам, признала результаты этих выборов. Значит, был тот демократический процесс, который позволил нам сегодня быть во власти. Другого ничего не было. У Рауля Хаджимба поинтересовались, создана ли программа социально-экономического развития Абхазии. Президент ответил, что над программой работает группа специалистов под руководством Олега Домения. В ней уже определены приоритетные для Абхазии направления. Какие направления важны для Абхазии? Туристическая сфера деятельности, которая, к сожалению, за послевоенный период стала сезонной. А мы говорим о всесезонной деятельности. То есть зимой, летом, осенью, весной должны проводиться соответствующие работы, что даст соответствующее наполнение бюджета. И сегодня активный идет процесс возможных вхождений инвестиций. Я буквально сегодня встречался с определенными людьми, которые очень заинтересованы в том, чтобы эти процессы были бы в Абхазии. Второе направление – это аграрный сектор, который непосредственно должен быть увязан с туристической сферой деятельности. Мы часто слышим, может ли Абхазия заместить вот то, что сегодня не хватает России. Конечно, мы не можем всего этого заместить. Если мы даже очень постараемся, тех объемов, которые нужны России, вряд ли мы сумеем освоить. Но говорить о качественной продукции, об экологически чистых продуктах мы можем. И интерес к этим продуктам есть. И третье направление – это гидроэнергетика. Сегодня у нас есть Ингургес, но все знают, Ингургес находится частью на грузинской стороне, а вторая его половина, станция, находится на нашей стороне. И 4 перепадные. На сегодняшний день российская сторона готова начать работы по восстановлению 3 перепадных станций. Я думаю, что это тоже даст определенный толчок к изменению нашей бюджетной составляющей. 4 направление, которое связано со всеми этими 3, это инфраструктура транспортная, без которой вряд ли мы сможем решать многие задачи. И главное из которых на сегодняшний день я вижу, вот мы предлагали, я говорил и с президентом Российской Федерации по вопросу Транскавказской магистрали, новой Транскавказской магистрали. Готовность определенных кругов включиться в эти процессы не только в самой России, но и за пределами России есть. Отвечая на вопрос о конституционной реформе, Хаджимба ответил, что предвыборные обещания остаются в силе. Комиссия по реформам работает активно по 3 направлениям. Есть соответствующие уже наработки, касающиеся в первую очередь вопросов именно работ по органам местного самоуправления, потому что мы перенесли буквально на год выборы, и к
о времени следующего процесса должны быть проведены соответствующие работы. Вопрос перераспределения полномочий. Мы готовы к такому процессу. И они обсуждаются в этой комиссии. Есть рабочая группа, которая занимается этими направлениями. И третье направление – это вопросы, связанные с формированием самого парламента. То есть должна быть та законодательная база, которая позволит нам формировать парламент по-новому, под другим совершенно схемам. Я думаю, что буквально год нам нужно для того, чтобы заложить и запустить эти механизмы. Молодых представителей абхазской диаспоры беспокоили проблемы в аграрном секторе экономики. Проблем много, но не все так плохо, сказал президент. В планах руководства реанимировать чайную и цитрусовую отрасли. Сегодня плохо-хорошо есть определенные работы, которые позволяют говорить о том, что на селе не все так плохо. Есть новые насаждения виноградников, есть новые насаждения фруктов. Но я и здесь открыто говорю, я не боялся этого. Зачем нам нужны яблоневые, когда кругом вокруг нас, и в Грузии, и в той же России, рядом же с нами, производится огромнейшее количество этих фруктов? С кем мы собираемся конкурировать? Нам нужно понять, что у нас есть те направления, которые были бы интересны для России. Это орех-фундук, это цитрусовые, это киви, это виноград, это другие еще возможности, которые можно было бы развить на сегодняшний день. Сегодня есть интерес определенных людей, которые готовы войти и развивать животноводство. Будет ли повышена заработная плата сотрудников силовых ведомств Абхазии? Этот вопрос интересовал студентов военной академии. Мы сегодня перед правительством поставили задачу повышения бюджета на 2016 год как минимум хотя бы в 2-3 раза, что позволит нам решать именно вопросы, связанные с повышением заработной платы. Сегодня на заработную плату всех бюджетников Абхазии, в том числе и силового блока, уходит всего порядка 3,5 миллиардов рублей. Это то, что мы получаем в качестве собственных возможностей. Все остальное – это российская финансовая помощь. И поэтому мы говорим о том, что пока, к сожалению, этих возможностей для этой категории людей нет. Участников встречи интересовало, когда Абхазия откроет свой рынок недвижимости для граждан России. Глава государства подчеркнул, что положительно относится к покупке россиянам первичного жилья. Почему? Скажу откровенно. Сегодня в Абхазии разве не продается жилье тем же россиянам окольными путями? И таких действий достаточно много. Поэтому нужно думать, как правильно выйти из этой ситуации, как определиться с категорией людей, которые готовы прийти к нам в качестве покупателей, что мы им можем предложить. Открытие воздушного сообщения волнует всех абхазов, живущих за пределами страны. Скажите, пожалуйста, что необходимо сделать для того, чтобы аэропорт на территории Абхазии заработал, и, в принципе, возможно ли это в ближайшей перспективе? Все те процессы, которые осложнили ситуацию и в самой России, и вокруг России, связанные с падением курса рубля по отношению к доллару, и те возможности, которые нам предоставлялись, то есть в тех объемах, которые нам предоставлялись, мы посчитали, что нужно их сегодня сохранить и перенаправить на более важные для нас сейчас направления, которые важны для нашего народа. Аэропорт не менее важное направление, но хочу, чтобы было понимание. Есть определенные предложения, которые идут от российского бизнеса, они готовы и занимаются на сегодняшний день промером всех необходимых затрат, которые необходимы для того, чтобы начать работу. Работы ведутся. Сегодня, я могу это смело вам сказать, но это не говорит о том, что завтра у нас аэропорт будет запущен. Отношения с северокавказскими республиками будут развиваться по нарастающей, сказал Рауль Хаджимба. Мы сегодня активно пытаемся вновь возродить наши отношения с Северным Кавказом. Буквально после моего приезда в Абхазию мы планируем поездку в Карачаево-Черкесию. И такие поездки будут по всем республикам Северного Кавказа. Для нас это очень важно. И важно, я думаю, для тех, к кому мы приезжаем.
нам нужно все эти отношения возродить. Следующий вопрос касался мер по улучшению инвестиционного климата в стране. Сегодня создан уже орган, который включает в себя представителей и абхазской диаспоры, проживающей здесь в Москве, и представителей власти. Такие шаги уже делаются. Что касается возможностей более широкого привлечения, поверьте, есть такие возможности, и они реально существуют. Главное, я еще раз говорю, вот как бы в ответ на ваш вопрос и предыдущий товарищ, который задавал, нам нужно создать базу, которая позволит нам не распугать людей, которые к нам приходят. Это вопросы, связанные с законодательной базой, вопросы, связанные с антикоррупционным процессом, который для нас очень важен. И тогда я больше чем уверен, каких-либо препятствий для того, чтобы инвестиции шли в Абхазию, не будет. Независимый статус Абхазии пересмотру не подлежит, подчеркнул глава государства. Я сидел в обществе 9 молодых ребят, включая меня, и 8 из них говорили, что мы движемся к тому, чтобы войти в состав России и утерять свой суверенитет. Могли бы вы, пожалуйста, сегодня заявить о том, что такого курса нет и не может существовать? Абхазия была, есть независимым государством. Никто никуда не собирается входить. Мы не для того положили 1000 своих ребят, для того, чтобы взять сегодня в одночасье, перестать быть государством. Я еще раз благодарен Российской Федерации, всем тем, кто с нами сотрудничает, всех тех, кто нас признал, мы готовы с ними работать, как независимое государство. А что касается молодежи, то, наверное, нам еще, к сожалению, не хватает той работы, которая позволила бы, чтобы молодежь по-другому относилась бы к тому, что завоевали их родители, то, что дали наши братья, наши ровесники вам. Подводя итоги встречи, президент сказал, что молодые специалисты, получившие высшее образование за рубежом, должны возвращаться на родину. Только вместе можно сделать страну привлекательной и экономически успешной. Елена Лолуа, Саид Агуха, Абхазское телевидение, Москва.